Biz bugün Bulner'sta bir komradın kuvancısında Andrei Mikhna'da angısı şimdi sıkı işler çünkü geldi vakit toplama balı angısını kuanlar topladılar Semiçka'dan. Bu bakmadan ona hani pek sıcak hava kuancı her gün savaşır bulunma kotuların arasında çünkü vakitçesine yapma hepsi işleri. Zor mu bugün işleme kuancı hem var mı harcamaklar hem gelirler anlatacağız bizim programımızda. Andrei Mikhna kuvancı angısı geldi bu zanaata dilta küçükten. Onun soyunda bu işle kimse zanaatlanmazdı. Yedinme kuanları ona geldiydi ondan sonra ailesi çekitti. Daha sık imekte kullanma bal. De onlar kararladılar bundan yapma kendi zanaatını. Bugün hotular beslerler onun ailesine söyler Andrei Mikhna. Пчеловодство мы начали, желая кушать собственный мед, и оно нас захватило. И в дальнейшем мы изучали. Большинство времени нам был в помощь интернет, но не советую начинающим пчеловодам. В дальнейшем приняли решение поработать с пчеловодом-профессионалом и узнали очень много интересного, нужного и которое сохраняет наших пчел здоровыми. И с тех пор, можно сказать, мы работаем эффективно и расширяемся. Нет, что удивительно, никого не было. Я даже после этого спрашивал наших родственников, был кто-то пчеловод, и выяснял, откуда у меня такое желание большое. Не было никого. Единственное, что я искал профессию, скажем так, чем заняться. И совпало желание иметь собственный мед, скажем так, с тем, что мне нравится природа. И в дальнейшем именно из-за этого мы и продолжили. И как вот я уже говорил, что мы сами начали потреблять мед, мы заметили, что наши дети перестали меньше болеть. Мы решили иметь собственный, со своей пасеки, скажем так, со своего огорода мед и купили первый улей. И с этого наша история началась. Мы вначале делали много ошибок. Первые пару лет теряли, но в дальнейшем мы, обучившись у профессионала-пчеловода, увидели, что это дело интересное, полезное. И наши дети кушали мед, стали меньше болеть. И мы решили из этого попробовать сделать профессию, скажем так. Что на сегодняшний день я занимаюсь только пчеловодством и стараемся обеспечить семью. Andrei Mikhna insan angısı kendi yaşamasına bağladığı sevgiyle naturaya, kuancılığın eski adetlerinden. O değil sadece zanaatlanır konuların bakmasından ama yaşar bu işle. Anlayıp onun önemliğini ekosistemaya hem insana. Onun fotoları değil sadece yer nerede çalışırlar kuanlar ama halis laboratuvarya nerede hepsi prosesler olurlar bir yerde naturayla. Kuancılar aynı çekittiler kendi işini öğrenip internetten ama anladılar hani yok kana becerikli bilen insan yanında ileri gitmeyeceksin. Естественно, нужно знать и много знать, и приобретать опыт, и постоянно учиться. Вот в нашем случае первые 3 года мы теряли пчел, мы покупали, они у нас умирали. И интернет нам не помогал. Нам помог только совет и опыт, и работа с пчеловодом, который нам объяснил основные азы. И с тех пор мы начали понимать лучшие и правильные направления и продолжили, скажем так, пополнять наши знания в дальнейшем. И с тех пор перестали пчелы умирать, и наш результат изменился и в количестве, и в здоровье пчел и так далее. Bugün onda 100 hotul çünkü kuraklık biraz durguttu onların zedeletmesine söyler Andrei Mikhna. Zedelederler her yıl azar ama buna bakmadan işler bütün kuvvetlen çünkü bu onun gelirleri ailenin bütçetine. Засуха немножко желание сбила сильно расширяться. Мы достигли до 100 ульев количества и пока остановимся. Разве что у нас не получится привлечь инвестиции со стороны. Последние года не позволили накопить, скажем так, ресурсы финансовые, чтобы закупиться и расширяться. Мы расширяемся в среднем по 5-10% в год. Плюс к тому, что мы имеем. На сегодняшний день есть около 100 семей, 80 рабочих. И
Это очень затратно. Один улей стоит дорого, пчел мы можем, в принципе, разводить. Оборудование очень дорогостоящее. Мы не только расширяться, нам необходимо модернизироваться, медогонки. Для того, чтобы расшириться, нужно иметь, мы кочуем обычно, нужно иметь прицепы и машина соответствующая. То есть наше оборудование и возможности остановились пока на 100 ульев. И чисто просто физически мы больше не сможем. Если больше покупать, нужно работника нанимать, то есть соответствующие затраты. Поэтому как Бог устроит, не знаю. Последние 2 года мы, конечно, и жена работает, но в моем отношении это мой основной доход. Можно сказать, единственный доход. И да, он стал единственным доходом с моей стороны. Но, слава Богу, мы совершенствуем навыки, где влияет на продуктивность и так далее. И более-менее мы пока что справляемся. Конечно, пару последних лет не способствовали сильному расширению и сохранению каких-то денег, и чтобы расширяться и так далее. Но, тем не менее, мы не оставим, конечно, это занятие. И будем с Божьей помощью стараться развиваться дальше. Очень весь год неожиданные сюрпризы с зимы и до сегодняшнего дня. Он, если прошлый год был средний, мы называли 50 на 50, то сегодня, наверное, ниже среднего это. В этом году мы закачали всего понемножку. И именно понемножку. Мы откачали рапса, очень вкусный рапс с лесным медом, с кленом белого цвета. Мы откачали в дальнейшем лесной цветочный мед, где нет акации. Потом мы ожидали акацию, и здесь на месте не было. Мы поехали еще дальше. Мы совсем чуть-чуть откачали на севере. Вернулись на липу, покачали липу, и вот сейчас стоим на подсолнухе. И тоже качаем подсолнух. То есть мы качали весь год, но качали его в раза, в некоторых случаях в отношении акации на 95% меньше, в остальных случаях до 70% меньше, чем возможно скачать, когда есть дождь или погодные условия. Bitki yıllar hava koşullarının beterine hem başka faktorların balın toptan satış bağısı düştü, söyler Kuancı. Bu yılsa kuraklığın beterine biraz yükselir. Devlet uğrunda da subsidiyalar verilir ki ilerleme edini. Последних лет, конечно, нет. Последних нескольких лет, когда упала цена. Она не просто не устраивает, она подкашивает. Да, последние 2 года было так. На сегодняшний день цена понемножку меняется. До 40 ребята говорят на такой подсолнечниковый мед. Соответственно, другой мед дороже. Липа дороже. Есть заготовители, которые принимают. Рыночная цена минимум на 20%, от 20 до 30 поднялась на мед. Пока что на сегодняшний день. Потолок на сегодняшний день может доходить до 200-250 лей килограмм меда. Нужно, как я говорю, сделать так, чтобы человек убрал со стола сахар. Это как? Это, естественно, больше говорить о меде, больше, вот как вы, конечно, делаете это хорошо, больше рекомендовать его, изучать больше, вот как пчеловодство мы изучаем, и мы понимаем его пользу, так и человеку. Возможности, я даже на днях размышлял, что мне сказали, что один врач рекомендовал использовать пергу, по-моему. То есть, возможно, врачи могут рекомендовать как средство, которое помогает человеку восстанавливаться. Иногда даже как лечение, в лечебных целях. Помощи государства, я размышлял, можно культивировать в государственных учреждениях употребление меда. Государство создавало известную программу по защите пчелы BeeProtect. И это, я думаю, в идеале это хорошая система. Если ею пользоваться, то она работает. И работает хорошо, контакт с пчеловодами и аграриями будет, если пользоваться и фиксировать всю информацию, как она есть. Немножко технологически она сложная стала, последние изменения, которые они сделали. Дают субсидии, дают гранты, но маленькому пчеловоду это не подходит. Это его не спасет, скажем так. Это помогает тем, кто хочет иметь большие объемы и
большие закупки. Маленькие пчеловоды, я имею в виду те, кто дома держит по 10 и выше семей, до 30, где вот как разрешается у нас. Ему нужно сбыт просто-напросто. И он не может и на рынке торговать, он работает. Ему нужно куда-то этот мед сдать. А оптовики зависят от политики и так далее. То есть я считаю, что нужно больше развивать употребление меда здесь, в Молдове. И вот как минимум я вижу способ, я его не придумал, услышал в одной стране СНГ, делились пчеловоды на конференции, по интернету я смотрел. Президент на уровне, то есть издал указ о том, что все государственные учреждения, армия, школы, садики и так далее употребляли мед вот, в рационе, чтобы у них был мед. И они перешли в итоге из того, что они экспортировали мед, после этого они стали импортировать мед, то есть завозить. У них своего меда не хватало. Это будет очень хорошая помощь мелким и крупным пчеловодам. Cücüler bütün koyuncu bu zanaatda lazım dikkatli olma, hazır türlü durumlara. Kimerkere varınca saatlın seyretme hotulları ki anlama ne değil öyle. Usuler aniyerlen kuanlar, güzün kışlama girerler, kuancı bütün yıl çalışır, vakit dinlenme pek az kalır. Сезон начинается уже после откачки подсолнечного меда. Идет закладка на следующий год, подготовка семей. Сезон продолжается круглый год, потому что мы следим за состоянием семей круглый год. Они не спят, как медведи, они не улетают никуда, они постоянно живут семьей. И нужно контролировать и даже зимой и влажность, и состояние кормов, и снег почистить, дай бог, если идет, и так далее. Но основная работа – это полгода активная. Она начинается с марта. 3 месяца подготовка, март, апрель, даже 2 месяца. Может быть, февраль, сейчас погода теплая. Май, апрель, конец апреля, май, июнь, июль, активная работа по медосбору. Очень много работы по перевозкам, по качкам. Уже конец, вот сейчас июля мы откачиваемся, и август мы начинаем готовить семей к зимовке. И мы немножко сбавляем темп, немножко выдыхаем. Некоторые август оставляют что-то отдыхать пчел совсем. Сентябрь и октябрь подготовка окончательная. Обычно в ноябре пчелы уже отдыхают и пчеловод отдыхает. Ноябрь, декабрь, январь пчеловод отдыхает. Но дома нужно готовить, ремонтировать, рамки готовить, улья ремонтировать. То есть работа по дому есть. Подготовка к следующему сезону, даже когда пчелы спят, тоже есть. Ну, если у тебя и количество большое. Kuanlar naturanın indikatorları. Erlem hepsi isləysə ekologiyle, toprakla, büyümlerle. O zaman kuanlar duyacaklar kendilerini iyi. Yerleniyse değilse iyi, onlar ilkin bunun için söylerler. Kuan bana dini açıklar Andrei nice aile. Onlarda var kendi hiyerarşiyası, nice insan arasındadır. Biz var niye onlardan öğrenelim? Пчела – это в первую очередь Божье создание, которое Бог сотворил, и это пример отчасти для подражания человеку, потому что вы знаете, насколько красива жизнь семьи, то есть распределение обязанностей и дисциплина в семье. То есть человеку много-много надо от этого учиться. Это, в принципе, то, как изначально Бог задумал, чтобы была гармония и мир. Вот пчела продолжает как бы подчиняться этому правилу. Естественно, там есть самая старшая пчела, хотя она женщина, но это не важно, которой подчиняются все остальные пчелы, но в то же время она зависит от всех остальных пчел. Это матка, она единственная, кто держит семью в цельном состоянии за счет феромонов, которые она выделяет. Они здоровые, они работящие, То есть, если с ней проблема, то дальше идет проблема на всех остальных. То есть в государстве то же самое. Кто имеет как бы руководящие должности, ну, если там какой-то непорядок, то влияет на все государство. Иерархия. Также и пчелы. То есть, если поучиться, что проявлять уважение к матке, слушать ее беспрекословно и так далее, ну, в той мере, в которой она не требует, а заслуживает своего послушания, то это также влияет на качество матки, влияет на общее состояние семьи. То есть взаимозависимость очень высокая.
и взаимоответственность. Они узнают только своих пчел. И не только узнают, они похожи, они запах узнают. Они по запаху определяют моментально, чужая пчела прилетела или своя. Если я буду пахнуть так же, как пчела, то будет лучше. Они будут на меня лучше реагировать. Но лицо они не узнают. Они узнают силуэты, местность, запахи в первую очередь. И вот таким образом они ориентируются. Да, да. Оно, естественно, отражается. Это отражается на себестоимости меда. Пчеловод вынужден потом искать цену лучшую, чтобы компенсировать и заработать. Конечно, нет, это Бог благословил нас, и мы с одного улья, Он дал нам возможность иметь 100 ульев. И мы благодарим Бога за каждую каплю меда. Оно затягивает, но оно еще и обучает. Andrei Mihna söyler hani karşı gelirler problemalar vanda ama buna bakmadan giderler ileri. В первую очередь мы сталкиваемся с проблемой в этом году и пару лет. Погода. Погода. Потому что даже при условиях цены и так далее, если меда нет, то, соответственно, и продавать нечего. Или пчелопродуктов, я бы сказал, не просто меда. Bulma dini uygun yer nereye koymak hotoları bu yeni önemli kuancıya dini. O lazım hesaba alsın çünkü faktörleri ki kurma dini kuanlara iyi koşulları hem ilerleme dini. Andrei Mihna payoldu. Neyi o hesaba alır ararkana yer kendi hotolarına. Лично у меня не было споров, потому что придерживаюсь такого правила касательно даже моего учителя. Он говорит, посмотри туда, посмотри сюда, если никого не видишь, то становись. А если мы знаем, что где-то кто-то близко, мы созваниваемся. То есть проявляем уважение друг к другу и не становимся близко, не становимся на перелет и так далее. Ну, чтобы, как говорится, всем было. Но с местами больше всего проблема весной, потому что леса меньше, чем полей. Приходится выезжать далеко. Здесь в Камрадском районе мало, практически массивов нет. И там, соответственно, тоже свои пчеловоды. И вот там уже место в лесу найти сложновато, но потихонечку Бог нам дает такую возможность. Еще дальше, еще сложнее. Также с липой сложнее. Ну, за счет того, что приходится далеко ехать, и там происходит большое скапливание пчел, не просто далеко ехать. Тот лес, этот лес. Это те, кто кочует. В отношении подсолнуха проблем нет. Слава богу, сеяли. В этом году меньше сеяли, но обычно его много сеют. И мест много, то есть такие полянки, лесополосы и так далее. Естественно, да, в такую жару мы не стремимся ставить на солнце, вот, чтобы солнце ходило хотя бы круговую, вот как здесь. Тенечек частично был пчелам. Первое – это медовая база. Мы смотрим, чтобы она была близко, вот как сейчас подсолнух. Состояние смотрим самого подсолнуха. Когда он расцветет, выбираем желательно несколько полей рядом, чтобы продлить медосбор. Ну, вот это основные моменты, на которые мы смотрим. Ну и безопасность. Вот. Щурок смотрим. Засуха, много травы, чтобы пожара не было. Доступность заезда. Вот. В дождь, дай бог, чтобы был, но мало ли что срочно нужно заехать, выехать. Вот такие моменты. Но основной выбор – это медосбор. То есть достаточное количество нектара, который пчела может собрать. И мы так распределяем. Şimdi Andrei'de bir sıkı vakit. Çünkü çekir semçka balını. Da söyler. Hani yok nice bir de momenti kaçırma. O aldığı yeni teknikayı ki balı çekme. Çünkü yellen bu işi zor yapma. Medagon kangısını evde koyduğu yardım eder kayıpsız bereketi toplama. Bakmadan sıcak havalara savaşır hepsi işleri başarma vakitinde. Мы отбираем не на 100% мед отбираем, мы оставляем в гнездах. Вот это гнезда, она считается, вот это магазины сверху. Вот мед здесь, а здесь развитие семьи идет, и мы мед не трогаем в теме. Весь сезон и зимой при необходимости мы его к зиме даже добавляем, что помогает пчелам развиваться, не иметь дефицита в меде. И, соответственно, хороший результат на выходе, что, как говорится, пчела делает мед, а мед делает пчелу. Недавно услышал еще раз это высказывание, мне понравилось. Потому что в этом году большой был
промежуток в медосборах, и многие семьи ослабли, что сказалось на медосборе. Если нет пчелы, то некому работать, соответственно, меньше меда пчела собирает. Первый случай мы экспериментировали, скажем так, технологию с интернета. И крутили, вертели этот улей вверх ногами со всех сторон. В итоге мы его, когда закрыли, отошли, сняли маски, пчелы нас догнали, и мы сделали с другом 100-метровку, чтобы убежать. В итоге укусили в лицо, и пришлось даже вызывать скорую, потому что очень опухало лицо. В сегодняшний день я лицо берегу в первую очередь и всем рекомендую. Остальные места потихонечку можете позволять жалить, это тоже способствует здоровью организма. İnsan satın alarkana bağlı lazım yesa bağlısın bir-iki faktor söyler kuancı. Baldan kare o başka kuan mallarını da toplar. Kuan ekmeğini, propolis hem başka. Angıları nice sayar kuancı pek faydalı insanın güydesine değine. Можно его попробовать. Есть масса способов потереть на кожу, чтобы он не лип и так далее. Хотя он липнет. Я смотрел в интернете, меня заставили покупатели. Говорят, как определить, что некачественный? Говорю, я не знаю, говорю, потому что у меня мед качественный, я его даже не тестировал. Я знаю, как его добываю. Но это знает пчеловода, как минимум. Сделать первую покупку, вкусовые качества можешь понять. Но чтобы определить настоящий мед и насколько присутствует в нем химии и так далее, это только анализы покажут. Но лучше всего, конечно, покупать у того, у кого ты покупал. Либо, если даже меняешь пчеловода, ну, по рекомендации или активно пользуется прополисом, хорошо знает пыльцу. Трутневый гомогенат мало знает совсем. Маточное молочко мы совсем мало производим, пока учимся в этом отношении. Его хорошо знают и хотят потреблять, но он дорогой продукт. Пиргу тоже достаточно хорошая тенденция в потреблении пирги. В первую очередь это общее укрепление иммунитета. Это и в длительном использовании укрепляет организм, что защищает от болезней, предупреждает болезни различного рода характера. Потому что мед и так дальше, что мы перечисляли, он действует на организм комплексно. Он и укрепляет сердце, сердечно-сосудистую систему, дыхательную, пищеварительную в первую очередь. Обмен веществ, очищение крови, печени и так далее, которое не может не сказываться на общем здоровье организма. Это очень энергетический продукт, и не нужно бояться, что ты поправишься, если его покушаешь, потому что я даже спортом занимался, и нам говорили кушать мед с орехами, и после этого двигаться, то есть активно. И вместе с этим сжигается гораздо большее количество холестерина, жиров и так далее. И ты, наоборот, сбрасываешь вес. То есть обмен веществ нормализуется буквально, то есть меняется за несколько дней, ты замечаешь изменения. Andrey kullanmır sadece eski adetleri ama aktif geliştirir yeni metotları, öğrenip yeni büyütmek teknolojilerini. Kendilerine büyüdürler matkaları ki kuanların aileleri daha kavi olsunlar. Çekiden kuancılara onun var kendi nasatları. Olgular hani lazım korkma, nesi yeni çekitme. Lazım tutunup sıkı işleme. Если ничего нет, конечно, нужны вложения. Хотя бы если у тебя есть уля, от кого-то остались, уже легче. На сегодняшний день, если у тебя есть деньги, купить пчел, это самое лучшее время начинать, потому что они дешевле сегодня намного, чем раньше. Цена упала на самих пчел, что интересно. Начинайте. Но с малого и приобретайте опыт по мере роста вашего количества пчел, не спешить. И самое, что посоветовал, это с чем я столкнулся и дальше вижу, это начинайте и поддерживайте связь как минимум с пчеловодом, который уже что-то знает. Ну, чтобы он обучал, и чтобы вы не делали ошибок, которые не нужно делать. Учитесь на чужих ошибках. А так начинайте в соответствии со своими возможностями. Потому что времена меняются, сегодня так, завтра так. Это нужно смотреть по своим планам, целям. Если как любитель, то цена хорошая. Если как для бизнеса, то же самое. Единственная возможность, если есть. Погода может поменяться, Бог, если даст нам милость, Он поменяет, и будут дожди.
и восстановится урожайность. Сложнее с ценой бороться, с потреблением меда, с культурой потребления и с ценой. Это то, что мы можем, на что мы можем больше всего влиять. На погоду мы не можем, можем только рассчитывать на Божью милость. Вот и все. Нужно запах лишний иметь самому, то есть там после какого-то мероприятия к пчелам лучше не суваться. Нужно как бы приготовить себя, чтобы вкусно пахнуть. И тогда пчела тебя в лучшем случае не заметит. Потому что мы для них как Мишка, который ворует. Я так и говорю, что я иногда приезжаю рано утром или поздно вечером, ну, ближе к вечеру, чтобы я говорю, я иду воровать мед по-хорошему. Потому что для пчелы это так выглядит. Вот красивые рамочки, которые печатанные. То есть мы стараемся отбирать такие рамки. Или на 100%, или на большую часть, чтобы мед был зрелый. И тогда ему никакое время не страшно. Его нужно откачать без использования там влажных инструментов и так далее. Закрыть, и он хранится очень долго. Вы слышали эти истории про пирамиды по 1000 лет. Срока фактически нет, но, конечно, все равно до больше 2 лет уже не рекомендуют употреблять. Потому что свежий мед, если есть, лучше кушать свежий. Но если другого нет, и мед не закис, не забродил, хороший мед не бродит, не киснет. Немножко меняет вкус, но не сильно. Даже рекомендуют майский мед полгода держать сначала в рамках, потом откачивать. Он набирает из сот дополнительный свой вкус. Знаете, как в бочках вино стоит? Так и тут. Я один раз практиковал так, но не полгода, я оставил на несколько месяцев, и разница действительно есть. Вот так мы работаем. Потом дома мы в прохладном помещении, комфортном, откачиваемся. А пчелам даем рамочки сюда для того, чтобы не то чтобы они собирали новый урожай, но чтобы освободили место для засева, потому что здесь гнездо полное медом. И потом этот мед останется их, даже если они что-то заберут. Уже мы качать мед не будем в этом году. Потому что луговых цветов немного у нас. И даже если они что-то соберут, это будет их порция на зиму. Мы единственное им что-то добавим, если надо. И все. Система работы удобная вот в корпусах. Есть и некоторые, скажем так, элитные матки, с которых мы тоже выводим. Помимо меда интересные продукты еще есть. Это пыльца, естественно. Мы пергу собираем, готовим, то есть выбиваем с улья, вытаскиваем. Мы собираем трутневое молочко, в сезон весной заготавливаем. И, естественно, прополис. Вот эти основные еще 4 продукта, которые не менее ценные для людей. Андрей Mixna sayır anikuancılık bu değil sadece biznes. Bu yaşamanın süreti. O niyetlenir ileri doğru pay olma kendi bilgilerinden uşaklarla, kim insanlarla, kim ister bağlama kendi yaşamasını kuanlarla. Да, мы достигли первого рубежа за последние пару лет, до 100 ульев мы хотели развиться. Мы имели оборудование и возможности на это количество. В дальнейшем мы размышляем расширяться, но уже думаем, как привлечь инвестиции со стороны. Потому что самостоятельно это уже очень сложно. Последние года не дали возможность накопить на расширение, если честно, сумму. И либо мы останемся пока так, до лучших времен, либо инвестиция, если получится грант или еще что-то.
то есть придется юридическое лицо делать и так далее. Вот в этом направлении мы, либо партнер появится, то есть мы размышляем, естественно, расширяться, потому что, ну, количество влияет на объем, на качество этого. Также мы хотим не просто расширяться количественно, мы размышляем о том, чтобы брать людей, не просто работников, а на обучение, может быть, и молодежь заинтересуется, вот даже через этот репортаж, на стажировку, на подработку, и в этом отношении тоже культивировать в молодежи, может быть, получится интересное это занятие. Ну и чтобы, если у кого будет такой же интерес в этом развиваться, чтобы он продолжал и работать. То есть да, если Бог позволит, то будем. Будем развиваться, расширяться. Андрей Михна budilsadi konci ama insan angısı yaşarken sol yer onunla ne yapar? Onun işi hotullarda budilsadi iş ama filosofiya. Onun yaşaması bu örnekçe kurma harmoniyi insanın hem naturun arasında kullanıp eski adetleri hem yeni bilim teknolojilerini.